Мы находимся в эпицентре военных действий. Здесь важна каждая секунда. Ведь мы не знаем, что ожидает нас за следующим поворотом. Чтобы стать настоящим героем, важно быть сильным, ловким и позитивным. Сегодня каждый из нас доказал, что он достоин быть героем. Таежным героем! 4 и 5 июля в полигоне Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Саха-Якутия прошла военно-спортивная игра на местности «Таежный герой» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами выступили Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия, окружная администрация города Якутска и детский подростковый центр при поддержке Управления образования окружной администрации города Якутска, Межмуниципального управления МВД России Якутская, Комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав и административных округов города Якутска. Игра – одно из мероприятий проекта «Трамплин», который реализуется детским подростковым центром. Каждый год количество участников растет. На этот раз проверить свои силы в игре приехало более 260 подростков в 8 командах. Мероприятие началось с торжественного марша под командованием майора полиции Азоркина Виталия Сергеевича. Почетные гости поздравили участников игр с этим замечательным событием лета. Первый день участников ждала очень насыщенная и содержательная программа. Так ребята познакомились с боевыми оружиями, с восхищением наблюдали, как ловко справляются сотрудники отряда специального назначения «Гром» Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия при задержании машины противника. На ура прошло знакомство с кавалерийской службой межмуниципального управления Министерства внутренних дел Якутская, боевыми собаками из кинологической службы. В конце, затаив дыхание, наблюдали за отличной боевой подготовкой в показательном выступлении бойцов Росгвардии с задействованием ВТР-80 с элементами боевых приемов борьбы. Следующим этапом игры «Таежный герой» стала военизированная эстафета от отряда особого назначения «Гром». По условиям эстафеты в каждой команде было по 10 участников. Первым делом бойцы показали очередность и сложность всех испытаний. В какой-то момент дети превратились в настоящих бойцов спецназа и смело пустились в бой за звание таежного героя. Одним из ключевых критериев военизированной эстафеты была сплоченность отряда. Абсолютным лидером на этой эстафете стала команда Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутская». В рамках мероприятия прошли тематические мастер-классы и игры по станциям, организованные детским подростковым центром. Станции хип-хоп, брейк-данс, 3D-оригами, сборка-разборка автомата Калашникова, эксперименты с лабораторией Ньютон и футбольный фристайл. Много желающих собралось на мастер-классе по вольной борьбе, организованной сотрудниками Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Якутская. Завершился этот день вечером дружбы с зажигательной дискотекой караоке под открытым небом и большим костром, где пели песни под гитару. На второй день вожатые и инспектора разбудили детей к утренней зарядке. Далее по программе вожатые педагогического отряда «Здравствуйте» пригласили ребят на убойные старты. Ведь именно в таких мероприятиях можно насладиться настоящим командным духом. Продолжился день лекции по профилактике безопасности дорожного движения. Группа пропаганды дорожно-постовой службы ГИБДД продемонстрировали показательные выступления общества мотолюбителей «Ночные волки». В этом году было много всего интересного, позитивного. Больше всего запомнилось, как мы проходили полосу препятствий, стреляли. Я нашла себе новых друзей со своего отряда и с автобуса радости. Мне понравилось, как выступала Росгвардия. Они там ловили преступника, уезжающего на машине. И когда они стреляли из автоматов, я очень сильно испугалась. У меня раньше была заветная мечта такая, чтобы я стала тренером. Но до того, как я приезжала на полигон, вот сюда, на Таежный герой, мне очень задумка такая, чтобы стать военной, наркоконтролем.
В течение вот стольки лет, сколько мы участвуем, мне кажется, актуальность проведения этого мероприятия не пропадает. Дети, получается, у нас каждый раз приходят разные, каждый раз приходят дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении дети находятся. И для них такой выезд и ощутить себя в кругу друзей, в кругу, там, почувствовать себя важным, почувствовать ответственность на себе, командный дух и так далее, это все-таки сплочает людей и дает, мне кажется, большой такой двиг для саморазвития, и самоопределения, возможно. Действительно, «Таежный герой» – это уникальная игра. Здесь многие ребята открываются совершенно с другой стороны, находят много новых друзей, и у них меняются интересы, открывают в себе новые возможности и горизонты. К полудню строгое, но справедливое жюри подвела итоги. Гран-при получила команда «Торнадо» Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Якутская. Поздравляем всех победителей и участников. Надеемся, что вы запомните «Таежный герой» как доброе время нашего счастливого детства.